Порнография – еще один вид наркомании. Как она начинается? В Сахихе имама Муслима имеется хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам о каждой стадии этого явления. Пророк, алейхиссаляту вассалям, говорит, что относительно прелюбодеяния Аллах разъяснил его стадии. Он сказал: глаза прелюбодействуют, и это прелюбодеяние – взгляд. Первое, что вы совершаете неправильно, это взгляд. Знаете, братья, если вы подсели на коноплю, или же если вы подсели на кокаин, то ваша проблема не в кокаине. Ваша проблема в той самой первой сигарете. Или же ваша проблема началась еще в кальянной. Люди спрашивают меня: кальян разрешен же, да? Пожалуйста, дайте фетву мне. А я же распространю это много раз. Они хотят сделать это дозволенным. Хорошо, послушайте, вы можете найти все фетвы относительно того, что сам кальян не запретен, или же вреден ли дым или нет, на сколько процентов он вреден. Потом они начинают говорить: послушайте, это не табак, поэтому это не запретно. О, имам, о, муфтий, пожалуйста, давайте не будем, это же нелогично, это не может быть харамом. Послушайте, мои друзья, сами по себе кальян и дым, который у вас имеется, могут быть и не так вредны, как сигарета. Ну и что с этого? А знаете, что вредно? 60% парней и девушек, которые начинают увлекаться кальяном, в какой-то момент начинают курить сигареты. Вот в чем опасность. Это большая опасность. Другой вред от кальяна – это место сборища. Вы ведь не ограничитесь просто кальяном, делая так. Довольно, хватит, я пошел домой. Так не будет. Вы сядете там и... попробуйте тоже. Здесь девушки, там еще парни. И они все смеются, смешавшись друг с другом. Вы думаете, на этом все закончится? Вы думаете, что рядом с вами сидит ангел и заставляет вас вдыхать кальян? Вы так думаете? Или же дядя Шайтан там, который говорит вам: эй, ты хочешь быть хуже меня? Попробуй сигарету, затем травку, потом попробуй вонючку, а потом сам станешь как вонючка. Это и есть то, что он хочет сделать, мой друг. Он хочет испортить тебя. А что же дальше? Вы думаете, на таком месте сборища, где кальян, будут поминать Аллаха? Да убережет Аллах. Они там смеются, шутят, бесятся, а некоторые даже употребляют пиво, то есть алкоголь. Легкий, очень легкий алкоголь. Совсем чуть-чуть. Мне это нравится. Некоторые вместе с кальяном пьют и пиво, а другие курят сигареты, а после все это превращается в совсем другое. Те нездоровые отношения между парнями и девушками, причиной которых становится кальян, это намного хуже, чем сам кальян. Вот поэтому-то я и говорю вам, не идите в эти кальянные, в эти места. Зачем вам нужно вдыхать в себя дым, чтобы наслаждаться этим, когда Аллах вам даровал достаточно, чем насладиться? Аллаху Акбар. Вы хотите испортить себя? Тогда потом не приходите, плача со слезами. Но в любом случае все начинается с глаз. Что сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям? Он сказал, что первопричина всего – это глаза. Ты хочешь знать, как ты совершил прелюбодеяние? Но самой большой роковой твоей ошибкой был твой взгляд. Глаза прелюбодействуют, когда смотрят. Когда мужчина видит женщину, которая ему нравится, так? И не говорите мне, что ничего не происходит. Это сцепная реакция. Знаете, что такое сцепная реакция? Когда вы ощущаете запах кебаба целый день, то ваш живот начинает... Вы просто превратитесь в кебаб. Следующее, что вы захотите сделать, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал об этом. Вы нарушите правила и совершите следующее. А что же это? Уши слышат то, что им хочется, тоже прелюбодействуют. Да, это так. Как он поступит? Он очень сильно захочет послушать голос той женщины. О, какой прекрасный голос! Какая прекрасная девушка! Я и она. О, когда я был маленький, всегда слушал сказки. Жить счастливо навсегда.
жить счастливо навсегда. Это все, что он хочет видеть. Он и она. Поэтому он слушает ее голос. Следующее. Прелюбодеяние языка в речи. Он начнет говорить. Так он скажет: «Сестра, тебе нужна какая-либо помощь? Сестра, с тобой все в порядке? Ты выглядишь одинокой». Она же, смущаясь, строит из себя ангела. «Сестра, с тобой все хорошо? Ты выглядишь странно». «Нет, брат, все в порядке. Я просто жду такси». «Сестра, у меня есть машина, я могу подбросить тебя домой. Ты можешь сесть сзади, я на тебя смотреть не буду, не волнуйся об этом. Я просто хочу узнать твой адрес». Он сошел с ума. Реально, он тронулся. И в тот момент к сестре подходит шайтан и говорит: «Эй, ты смотри, что я делаю. Ты смотри, что я делаю». Она же: «О, брат, это так мило с твоей стороны. Но ты знаешь, ты очень добрый, брат». Вот и все. Но не может быть так, что когда парень и девушка находятся вместе, хотя они понимают эти взгляды, какой разговор, тон речи. Если сестре не понравился брат, то она должна была сказать: «Брат, побойся Аллаха! Брат, побойся Аллаха!» Все. Это все, что нужно сказать сестре. Побойся Аллаха. Просто скажите что-то ужасное. Серьезно, сестра, если ты не хочешь совершать прелюбодеяние, скажи что-то ужасное ему. На самом деле, никакой мужчина не подойдет к тебе снова, если ты скажешь ему нечто ужасное. К примеру: «Брат, извини, но ты ужасный». Вы знаете, это просто убьет этого мужчину. «О, кошмар, какой я ужасный! А ты ужасная женщина!» И это хорошо? Да, хорошо. Ты поступила правильно. Говори ему, что он ужасен, даже если он прекрасен. Называй ужасным, потому что он и вправду ужасен. Он шайтан, он иблис. Он хочет внебрачные отношения. Дальше может быть только хуже. Что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал? Язык. И он желает говорить. А что следующее? Ноги прелюбодействуют, желая идти в неправильном направлении. То есть затем он желает отвести женщину в уединенное место. Это намерение. Сестра моя, если ты встретила брата, и он говорит тебе, что он богобоязненный, то он уже нарушил правила, уединившись с тобой в таком месте, где нет твоих махрамов. Ни твоего отца, ни твоего брата, которые бы предотвратили пустой разговор. Он утверждает, что богобоязненный, но хочет говорить с тобой. Тогда я говорю тебе, сестра, что ты дура. Ты полная дура. Настоящий мужчина так не поступит, кроме такого, который хочет укрыться с тобой под одним одеялом. Можно сказать, затащить в постель. А если же он скажет, что это не так, то он лжет тебе. Он врет тебе. Если ты вовлекла себя в это, то следующее, что произойдет, это происходит в интернете. Открывают себе там чат-окошки, текстовые сообщения, в Фейсбуке или в Твиттере и пытаются заполучить номер или адрес почты. И знаете, что они делают? Парень некрасивый. Или же девушка действительно некрасивая. Уродливая. И что же она начинает делать? Они становятся перед зеркалом. И это все для Фейсбука, я серьезно. Они ухаживают за собой, ухаживают. Много времени. Волосы. Потом наносят макияж на лицо, чтобы изменить свою внешность. Затем наносят всякие линии на глаза, стрелки. Как это называется? Чернила для глаз? А, тени для глаз. Еще наносят губную помаду, так? И они делают себя выглядящими очень отталкивающе. Затем просят другого человека сфотографировать их, чтобы загрузить эту фотографию в компьютер. Когда вы взглянете на это зрелище, то подумаете: «О, это женщина! Она красавица! Вы дурак! Она же уродина!» Вы уберите помаду, тени на глазах, весь этот макияж, то после этого, даже если я вас заставлю, то вы не посмотрите на нее. Пожалуйста, не надо. Она наряжается, и вы делаете то же самое. Вы желаете быть мистером очарования, отрастить себе усы. И это все для Фейсбука. Они ставят свои самые лучшие фото на Фейсбук.
А некоторые заходят еще дальше. Они ставят фотографии своих соседей туда. Все равно они слишком уродливые. Все, что они желают, привлечь. И как только они нашли друг друга, то сразу стараются уединиться в приватном чате. Брат мой, что сказал пророк, алейхиссаляту вассалям? Когда язык хочет говорить, то ваши руки начинают делать это. Он сказал так: следующее, чем ваши руки прелюбодействуют, они хотят трогать. Ногами вы пошли в уединенное место, а потом уже ваши руки захотят трогать. Ваш язык разговаривает, руки печатают сообщения, а сердце гремит. То есть все, что вам хочется, это тронуть другого человека. А если же человек дойдет до этой стадии, то посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда он уже перед выбором непосредственного совершения самого прелюбодеяния, сердце или же отвергнет это, или же примет. Отвергнет или примет. Почему? Потому что в этот момент, брат мой, иман начнет бороться в тебе. Когда ты принимаешь наркотики, эта вера в тебе говорит тебе: не делай этого. Когда ты смотришь порнографию или что-то другое, эта вера твердит тебе: нельзя, неправильно, не делай этого, нет. Но ты держишь свою веру в плену внутри себя. Ты держишь свою веру в плену внутри себя и доходишь до такого состояния, что твоя вера становится все меньше, слабее и ниже, словно падающие в результате землетрясения здания на людей. И так же, как человек не может выбраться из-под этих завалин, так же и ваша вера будет похоронена внутри вас. Ваша вера будет бороться. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда человек совершает непосредственное прелюбодеяние, его иман, вера, выйдет из его сердца и будет сверху его тела. Ее вера выйдет из ее тела на пространство над ними. В вашем сердце нет веры в тот момент. Это достоверный хадис из сахиха имама Муслима. И если вы умрете в этот самый момент, то умрете как неверующие. Вы умрете как неверующий.